Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить добрым словом замечательного человека Василия Васильевича Местникова. Его юбилей на днях был, ему исполнилось 115 лет. И рада, нас мало, но мы пришли, поскольку поклониться таланту и этого человека невозможно. И, я надеюсь еще, что еще подойдут. Земляки из дайдунцев очень извинялись. В связи с холодами у них аварийная ситуация. Глава наслега должен был подойти. У них, 14-го было хорошее большое мероприятие ДИ. Там очень хорошие вопросы поднимались. И сейчас представлю. Борис Алексеевич Попов. Ага, он подошел, сразу сказал, я подойду. Это потомственный Тойксут, да? Полонхосуд. Мне так представили, может, я ошиблась. Его отец очень краевед, Негна Кангаласского улуса. Сын очень известного Таюксута Ланхасута, которого записывал Эдуард Алексеев. Это мы его юбилей тоже сами справляли здесь, поскольку тоже замечательный человек. К нам по онлайну выходили его сестры из Бостона. И сын, младший сын тоже. Из Канады еще выходили, да. В общем, интересное очень мероприятие прошло. Пришли его ученики, коллеги. Был очень теплый, очень хороший вечер. И все очень удивились, почему у нас проводятся такие мероприятия, вроде бы как литературный музей. Но мы считаем по-другому. И у нас специальный проект даже есть. Вспомним добрым словом. Мы возрождаем имена полузабытых людей, те, которые внесли в историю нашей республики, в науку, в искусство, в культуру неоценимый вклад. Но это как бы уже традицией нашей стало. Василий Васильевич Местников. Скорее всего, я тут несколько слайдов покажу, и тогда вы поймете, почему эта личность нас в музее очень интересует. Его регалии: народный артист СССР, народный артист, заслуженный деятель искусств, заслуженный артист ЯССР Местников Василий Васильевич. Дальше. Первое. Наш музей носит имя Платона Алексеевича Аюнского, и сразу даже потому, что все, что касается жизни и деятельности творчества Аюнского, касается и нашего музея. Здесь специально постановление, 28 марта 1934 года принято постановление о присвоении Якутскому государственному национальному театру имя Платона Алексеевича Аюнского. Это значит, получается, что он по приезде из Москвы после защиты диссертации, здесь же у нас находится мемориальный дом-музей Аюнского, значит, тоже очень это и с театром. Здесь на нашей территории в его дом приходили не только писатели, не только ученые, но и артисты. В общем, он со всеми, само собой, тут много рассказывать, даже приводить примеры не надо. К нему приходили, и даже иногда, когда мы рассказываем, даже как-то
ощущение такое будет, что они сюда заходили, в этот дом, приходили в гости, встречались с Платоном Алексеевичем. Ну, вот такое ощущение очень такое остается. Вы все знаете, что в 1938 году после его ареста вот, имя его, присвоенное имя отовсюду, со всех учреждений было снято, а вот после реабилитации 30 мая 1957 года на заседании бюро обкома КПСС вот, был вопрос о восстановлении имени Платона Алексеевича Аюнского Якутскому государственному музыкально-драматическому театру. Дальше. Наш музей, вопрос о создании нашего музея, ну, он сперва назывался Дом-музей Платона Алексеевича Аюнского, но к открытию это уже был назван Литературный музей имени Платона Алексеевича Аюнского. Открытие состоялось 17 апреля 1970 году в том деревянном нашем доме, и в том доме дальше один зал был посвящен именно вот театру, творчеству артистов драматического театра, исполнивших роли Волонко, Нургун Батур, Стремительный. К сожалению, к тому времени Василия Васильевича уже не было в живых, и Марка Николаевича не было, но были артисты, были его современники, друзья, тот же художник Туралысов, Сорун Амалван, и все они вот были в нашем музее, проводили мероприятия, тем более Сорун Амалван же принимал очень активное участие в создании экспозиций. Здесь вот на этом месте, где у нас Могол Ураса стоял, это в начале 70-х, и вот копия юрты, в которой родился Платон Алексеевич Аюнский. Мы нашли тематико-экспозиционный план, составленный Сорун Амалваном. Вот это вообще вот такой материал заслуживает самого такого пристального внимания. Даже по тем планам можно провести какую-то исследовательскую работу. Он же знал, как называется тот или другой предмет, поступивший как экспонат. Они вместе с Василием Андреевичем, нашим первым заведующим, протодиаконовым Кулантаем, ездили и в Татту, и в Усалдан, собирали экспонаты. И потом, когда вот поднялся вопрос постройки Могол-Ураса и юрты, чтобы гости столицы, гости Якутии увидели, в каких условиях жили якуты и в каких условиях прошло детство Платона Алексеевича. Вот тогда вот усилиями этих двух замечательных людей Татинский улус вообще сами нашли и бересту, все эти бревна они сами привезли и сами же построили. Поэтому мы каждого даже строителя и принимавшего участие в строительстве людей по именам собираем. Когда-нибудь издадим, конечно, книгу об истории нашего музея. Так. Вот сейчас я хочу с большой радостью предоставить слово директору театра оперы и балета Владиславу Валерьевичу. Ну, мы же были вообще очень горды тем, что в начале декабря в Москве и в Санкт-Петербурге Нургун Батур с таким успехом прошел. Чтобы он рассказал, это будет как бы предисловие к дальнейшему рассказу о Василии Васильевиче. Добрый день. Приветствуем всех наших слушателей и зрителей по интернету.
я подальше должен сесть. И, ну, конечно, мы очень были обрадованы, когда узнали, что действительно в эти дни проводится мероприятие, посвященное 115-летию Василия Васильевича Местникова. И, конечно, ну, мне захотелось пообщаться, вот, поговорить с потомками, с наследниками нашего выдающегося режиссера, поскольку действительно он является, ну, уникальной личностью и сподвижником создателей оперы. Это Марк Николаевич Жирков, это Дмитрий Яковлевич Сивцев-Сурон Амалон. И вот есть даже в кадре фотографии, где они вместе сидят, обсуждают, создают вот то произведение, которое станет, ну, вообще символом наивысших достижений профессионального искусства нашей республики. И мы видим сейчас, насколько вот это произведение, оно, ну, не потеряло своей злободневности, актуальности. Оно сегодня звучит еще более актуально, поскольку те вопросы, которые поднимает произведение, оно действительно, ну, общечеловечные вопросы и касаются вообще развития нашей цивилизации. Личность Василия Васильевича действительно имеет очень большое значение для развития профессионального искусства, поскольку, ну, я тоже, когда ознакомился с его биографией, был удивлен. Оказывается, он поставил более 20 спектаклей, и действительно он еще занимался переводом, он переводил пьесы русских авторов на якутский язык. Это действительно очень большой вклад в становление вообще профессионального искусства, и драматического, и драматически-музыкального, из которого потом вышло, собственно, вот наше музыкальное искусство, которое сегодня имеет, ну, самые наивысшие достижения в сравнении с другими регионами Дальнего Востока и Зауралья. Поэтому, ну, вот личность Василия Васильевича очень дорога нам, и хотя нас здесь немного собралось, но я думаю, что собрались те, кто не мог не прийти, и, конечно же, мы со своей стороны хотим тоже внести свою лепту в увековечивание памяти и в то, чтобы действительно популяризировать вклад Василия Васильевича и, ну, вот, громко о нем говорить, поскольку не все имена действительно становятся доступны для широкой общественности, и я думаю, что вот нам вместе действительно много еще что предстоит сделать. И я просто хочу показать, вот у нас вышел буклет, когда мы готовились к показу оперы в новой постановке в Москве и Санкт-Петербурге. Мы выпустили такой буклет, в котором рассказывается история всех постановок Ниргун Ботаря. Вы знаете, что было 6 постановок. Вначале была еще музыкальная драма Ниргун Ботар. И как раз таки вот та постановка, автором которой был Василий Васильевич, она имела особое значение, поскольку она вообще собой символизировала вообще начало развития профессионального искусства, начало вообще создания оперного театра, оперного искусства на земле Аланхо. И вы знаете, что вот эта опера, она имела огромное патриотическое значение, поскольку все общество, оно очень тепло, очень горячо откликнулось вот на вот эти вот устремления деятелей искусства. И это было в самые трудные времена, да, вот получается, что постановка была еще в военные годы, именно музыкальная драма, но ее показы, которые проходили и в военные годы, они собрали в том числе вот средства на создание вот этого танка, на строительство танка, который получил название Ниргун Ботар, и который, ну, вошел в состав тоже действующей техники и участвовал в военных действиях. Это, конечно же, тоже, ну, такой очень важный такой патриотический шаг и вклад нашего народа в общую победу. И мы подготовили вот такой буклет. Здесь рассказывается
все об истории этих постановок совместно с Лерой Львовной. Вот наши специалисты собирали, ну, можно сказать, тоже вот в какой-то степени ну, вот, спонтанно появилась идея этого буклета, поскольку, конечно, подготовка тоже к этой постановке у нас она была с определенными трудностями сталкивалась, но тем не менее мы смогли это осуществить, и я хочу передать вот этот буклет литературному музею. Я очень благодарен Ефросинье Семеновне за вот эту инициативу, поскольку действительно знаю Ефросинью Семеновну очень давно, как человека, который ну, вносит большой вклад в популяризацию вообще профессионального искусства нашей республики, открывает для себя грани в разных направлениях, жанрах и ну, вот, сферах нашей отрасли. И действительно, вот то, что вы такую инициативу проявили, достойно всяческого вот, я считаю, уважения. Со своей стороны мы хотим посвятить показ Нургон Ботра, который у нас состоится 22 января, вот личности тоже Василия Васильевича Местникова. Как раз таки вы нас натолкнули на эту мысль. Передаю вам буклет в музей. Такой же буклет я хотел бы передать родственникам. Я надеюсь, что мы вот на этом показе 22 января сможем с ними увидеться. Они смогут, наверное, тоже что-то вот сказать, как-то ну, выразить общественности свои тоже пожелания, поскольку вот мы решили вообще все показы Нургон Ботра в этом году посвятить нашим выдающимся деятелям искусства, которые ну, имеют, ну, скажем, значение таких вот наставников, учителей, основателей. И ну, вот один из первых показов мы посвящаем Василию Васильевичу. Потом до конца сезона у нас еще будет 3 показа, и они все 5 показов вот в начале этого года, они будут посвящены нашим наставникам, поскольку нынешний год будет наставником. Мы должны помнить, конечно, такие имена, передавать о них следующим поколениям. Спасибо большое за приглашение. Я надеюсь, что мы сможем получить вот виртуальную выставку, которую вы сегодня презентуете, для того, чтобы показать ее зрителям нашей оперы, и чтобы они перед самой постановкой смогли бы еще ознакомиться вот со значимостью личности Василия Васильевича. Спасибо. Огромное вам спасибо. Я очень рада, что Владислав Валерьевич к нам пришел. И сейчас я продолжаю показ слайдов. Так, ну вот это повтор слайда, чтобы показать. Это его друзья. Күннүк Урастыров посвятил стихотворение, это мой вольный перевод. Был ты хорошим человеком, понимал значение радости и счастья, любил труд и жизнь, которую посвятил любимому делу. Так, дальше. Вторым очень большим, хорошим другом был народный наш писатель Николай Егорович Мординов, Амма Аччыгыя. И это тоже мой вольный перевод. Театр для него был не только рабочим местом, где получал зарплату. Театр – полет его души, его высокое стремление к прекрасному, его светлая мечта. Он родился для театра, жил для театра. Это вот вторая большая причина, почему мы сегодня в Литературном музее имени Платона Алексеевича Юнского отмечаем по-своему вот, ну, юбилей Василия Васильевича. Если кто прочитал воспоминания о нем, написанное Амма Аччыгыя, не влюбиться, не заинтересоваться жизнью и творчеством Василия Васильевича невозможно. Это такое, я даже не знаю таких слов, чтобы выразить. Я, например, Василия Васильевича узнала через это воспоминание, и у меня заветная мечта была собрать о нем побольше, но все как-то, ну вот до сегодняшнего дня, как бы, так это
И я очень рада, что мечты, конечно, сбываются. И я сегодня собрала тех людей, которые помнят Местниковых, а, ну, и тех, кто преклоняется перед его талантом, кто по достоинству ценит его труд, его вклад в наше искусство, в нашу культуру. Так. Родился он 14 января 1908 года в Якутске. Это вот из книги «Семья Местниковых». Брат Порфирий, мать Татьяна Сидоровна, отец Василий Николаевич и сам Василий. Его биографию очень хорошо написал Иван Дмитриевич Новгородов. Он был очень долгое время заместителем директора нашего краеведческого музея и, само собой, разумеется, очень хорошо знал Василия Васильевича. Думаю, что в том, ну, в его вот статье ошибок не должно быть. До того он и сам был дотошный, и очень вообще замечательный краевед Иван Дмитриевич. Вот показываю. Директор краеведческого музея Мария Васильевна Местникова вспоминала, что они, Местниковы, в городе жили вот на набережной, и там в одном из этих домов родился Василий Васильевич. И вот, ну, чтобы показать. Но самое интересное идет дальше, если показать старинные эти фотографии нашего города. Дальше. Вот на набережной дом Николая Маркова, купца, очень тоже замечательного мецената, к сожалению, трагически погибшего, можно сказать, в 1881 году. И в этом доме ставили спектакли. Вот. Это вот Бертки Гиберетберген, 1906 год, это до рождения Василия Васильевича. Но я хотела этим показать, что там, где он родился, все дышало театром. Как-то вот так получается. Дальше. Это в год его рождения клуб общества приказчиков было построено, и, само собой, разумеется, там проходили все культурные мероприятия. Здесь по инициативе Алексея Семенова сам Максим Горький отправлял даже из своей библиотеки книги. Да, дальше. А вот это очень замечательная фотография. Раньше всегда писали, что это жена Алексея Кулаковского, Евдокия Ивановна, сыном. А нашлась фотография, где на обороте написано, что это племянник Местников Василий Васильевич. Он указал, что это было весной в 1914 году. Замечательная фотография. Правда, она у меня не очень хорошего качества. Есть оригинал в Национальном архиве. Это значит тоже как бы очень такая мелочь, но если с Кулаковским я не знакома, значит, он с детства как-то был, тоже вот слушал, наверное, к ним в гости приходили. Значит, как-то вот такое было. Он вспоминал, что в 5-летнем, 6-летнем возрасте он уже в домах, где вот проходили елки, маскарады, он всегда там посещал, принимал активное участие. Но в 1917 году, после революции, они вернулись на родину от отца, это Негино-Кангаласские улусные, Дойдунце. Знаете, вот Семен Петрович Данилов посвятил очень хорошее стихотворение Дойдунускай, Сорону Маллану посвятил, да, и он был там и был вообще ошеломлен красотой, и он пишет, что если есть рай, значит это в Дойдунцах.
Ага, сейчас я фотографии вот у Ильи Эдуардовича взяла, у земляков выпросила. Вот, сейчас, ага, следующий слайд. Бар эбит чакчы бар эбит. Сир арая ажас чугас. Тыйыс өлüene эбебит дойдуунускай ден муннугар. Видите, вот под это, под строки стихотворения Семена Данилова вот совпадают эти фотографии. Дальше. Чичах, ага, следующий слайд. Чичах чоптар лириката востон агайыннигер сайыры күһүн айылға жиктине аяр кемигер. Онны тийбитим, доһуя хая салгынын тыыммытым. Улуу өрүс уарастыяр тыылын кытта сылдьыбытым. Ол сир аппата мыраана, икки атағы маннитар. Айылғата өркөн талаанын муңура соғын тоғута. В общем, ну, так получается, детство и вот летом здесь проходило, а зимой Василий приезжал в город, учился. Это как раз Семен Данилов, как раз где-то, видимо, в августе был, когда уже лето проходит и осень начинает красить в разные цвета растения, деревья. Дальше. Вот это вид такой красивый. Я все время мечтала, когда узнала, что там есть дом-музей Местникова, съездить туда, но пока никак не получается. Дальше. Значит, в 1925 году он поступает в педагогический техникум. Педагогический техникум, историю мы тоже изучаем, поскольку там учились очень многие наши писатели, начиная с Оруна Омаллана, братья Даниловы. Вот на Полковой, на улице, это вот Белинского, вот такое здание стояло. А есть еще реальное старое училище показывает, вроде там тоже они учились. Ну, в общем, эти два здания, где вот... И в тот же год Амма Аттигия приезжает из Тарта, тоже поступает учиться в техникум. Это вот как хорошо, что они догадались пойти сфотографироваться с Федором Сипцевым. Это попутчик, это друг Кулаковского, о котором Амма Аттигия тоже очень хорошо рассказывает. И еще он один из прототипов его знаменитого романа «Весенняя пора». И вот таким он приехал. Вот эти фотографии тех времен, я Василия Васильевича молодого не знаю, но, скорее всего, где-то, ну, он может быть. Дальше. Вот Саха Амук, здесь Кюнде, здесь Гаврилов, здесь Эргиз. Ну вот такой... А? Сорун Маллан, да, есть он, ага. Сорун это ни с кем не спутаешь. Он очень такой, один раз увидел, на всю жизнь запомнил. Вот такое окружение было, вот такое учителя, вот такое общение было. И Аматчика я, он же из такой дали приехал в город, он о себе с таким юмором пишет, пошел смотреть спектакль и говорит, даже и не спрашивал, что за спектакль, кто поставил, кто написал. А мне, говорит, до этого тогда дела не было. Но ему так понравилась игра, ну, главного героя Уйбана. И, говорит, все, сидел, говорит, и думал, где-то что-то знакомое. Но каждый раз он был таким этим... взволнован вот жизнью, всеми этими страданиями этого Ивана, которого, ну, который он трагически тогда погиб. И сижу, говорит, успокаиваю. Это игра, это игра. Нет, говорит, опять вот этот он входит уже в спектакль, он уже вместе с Иваном все там страдает. А потом, когда вот уже спектакль закончился, он говорит, ой, а это же Вася Местников.
который, ну, учился у них в техникуме, говорит, он такой был шустрый, он так легко ходил, и певучий такой как-то вот, и голос вспомнил все. С тех пор они очень хорошо дружили. Дальше. Вот 20-й год и 25-й, это очень известные для наших театров даты. Мгм. Василий Васильевич вспоминал, что он когда в эту нас группу, очень влияние русских было хорошее, поскольку у них более какой-то опыт, что ли, был, и они их обучали по-своему, как играть, как что. И говорят, мне это здорово помогло. Это, ага. И по воспоминаниям его, видите как, вот я всегда знала, что есть такой артист якут, да, но я никогда не знала, что он наш. Думаю, что за это самое, или так фамилия, или он, оказывается, вместе с ними занимался, вот ну, в группе. И, скорее всего, даже когда поступал Василий Васильевич вот институт имени Луначарского, скорее всего, тоже вот они, может быть, они переписывались, поддерживали эту связь, ага, дружили. А в начале 30-х вот это национализированное здание Свято-Троицкого собора, который сейчас возрождается, которого мы всегда знаем. Мы-то помним, что там театр был, а более молодое поколение знает как Чараиди. Ага. Вот рисунок дальше. Рисунок Туралысова. Это как раз 34-й год. Тогда вот театр, ну, собор в виде театра выглядел так. В 1931 году Местников стал студентом театрального института, но, к сожалению, туберкулез. У него и сестра умерла от туберкулеза. В общем, это бич его семьи. Он не смог окончить. Дальше. И опять воспоминания Амма Ачигая. Они встретились, и как раз, по-моему, на курсы переводчиков Амма Ачигая ездил в Москву, и они на Садово-Спасской встретились, и Василий, как всегда, был такой воодушевленный весь. Ага. В театральном институте имени Луначарского откроется якутская студия. Все республики хотели открыть свои студии. Шума много было, но мне удалось отстоять. Осенью откроется, вот и поработаем. Вот у него присказка была. Тя, улялян, камцан и ехпет. Ну, по-русски вот и поработаем, наверное, да? Или, ну, может, еще по-другому. Это вот весной 1931 года. Тогда мальчик писал. Я, говорит, у меня особой радости от того, что там студия откроется, не было. Но я обрадовался тому, что действующих артистов в эту студию не берут. Ну, все. Партизан Алексей, тоже друг Местникова, он говорит, он вообще расстроился, когда узнал, что студия откроется. Надо же, говорит, всех артистов заберут, и театр закроется, типа. Ну, вот такое понятие было. И Аммачига говорит, вот тогда у него какие мысли, как он это все видел, а мы, говорит, вот большой радости от этого не испытали. Дальше. И Новгородов писал, и как вот шел набор, очень тяжело, сложно было, но все равно они эту группу собрали, и артисты первые студийцы тоже вспоминали. Немного, но есть такие воспоминания. А если собрать, наверное, еще больше будет. Ага. Вот они собрали, и осенью с большим опозданием они все-таки приехали в Москву. Дальше. Теперь у меня вот фотографии. В свое время
Я к юбилею Устаха Избекова делала слайды. Это фотографии из его архива, из семейного архива. Дочь, ну, попросила, ну, в общем, тогда тоже большое мероприятие проводили. Вот урок по мастерству актера в институте. А Устах Избеков – это один из первых студийцев вместе, да? Ага. Дальше. Вот дипломный спектакль «Гроза», 36-й год. Замечательные фотографии гиф. Ага. Дальше. Вот после спектакля. Это вот вообще очень... Это первые студийцы, окончившие. Ну, как все выпускники, они вот такое для себя на память сделали. Тут все преподаватели и все наши первые студийцы. Дальше. Ну вот я про это говорила, но еще Амма Ачигая продолжал. Но ведь именно из выпускников этой студии вышли ведущие артисты, прославившие наш театр. Ну, тут я собрала народные артисты, это супруги Слепцовы. Дальше. Ага. Афанасий Петров, Слепцов Табулахов, кстати, тоже писатель, он у нас в Союзе писателей. Вот заслуженные артисты Алексеев, Харитонов, Безбеков и жена Василия Васильевича, это Белолюбская Матрена. Любил охотиться тоже из воспоминаний. Это воспоминание нам еще дорого тем, что о мастере я вспоминает, как, ну, мы-то знаем, что Платон Алексеевич очень любил охотиться. Когда ему вот такое время выпадало, он вообще и ружье любил свое охотничье, так гордился. Вот. И как они ездили, тоже свой... Это, по всей видимости, Мельдяхсе, это, наверное, в Дайдунце они поехали охотиться. И так смешно. Правда, вот Гаврила Старостина, я не смогла узнать, кто он такой. Ага. Там старик Нейтерей, отличный охотник. Потом Василий нашел добротную лодку, которая потом, оказывается, она протекала. Ну, в общем, с таким юмором, как может Амма Чигая, это такое хорошее воспоминание. И вот желтым я выделила. Тогда он кормчим или как был, да? Ага, и сидели, разговаривали, так и веселья было много, а Василий все время только тема театра он. Построим великолепный театр. Из Москвы приедут очень талантливые артисты после окончания студии. Поставим большевика Василия Юнского, кузнеца Кюкюра Малдона, Оксе поставить бы Аланхо. Аланхону Туроран Мирдиппиккигиден. Ага, вот у него вот такая мечта была. Это 35-й год. А вот 37-й, 38-й, ну, я тут Туяр Мако по драме Аюнского, Туналганах Юрдах Туяр Мако, Несников художник, ага. А дальше вот в 40-м году вот уже с Ороном Амалланом, с Марком Николаевичем, ну, тут на двух языках в то время, и на якутском есть эта драма, и на русском. Это в 40-м году было издано. Кто-то пишет, что это программа. Вот это, опять-таки, если посмотреть, кто там участвовал, конечно, основное это все студийцы первые, которые окончили, приехали. Дальше. Вот у меня фотографий подходящих не было, поэтому я из книги отсканировала. Это с Ороном Албани, Василий Местников. Дальше. Это вот Генрих Ликинский, Сороном Алван и Василий Васильевич обсуждают либретто Юргун Батур. С Марком Зурковым, но теперь я знаю, у кого есть хорошая фотография, у Лиры Львовны. Ага, дальше. Вот это, тут я не всех знаю.
Ага, вам знакома Печатников, да. Ага. Ирина Максимова. Я ее не узнала. Василий Ага. Васильевич. И Ага. вот последний, по-моему, справа. То есть слева последний. Ну, это я не знаю. Мгм. Тогда, можно сказать, все знакомые лица. С Ликинским, с Туралысовым. Вообще, Василий Васильевич с этими людьми очень хорошо работал. У них такой творческий союз был, позавидовать только. Сомнение есть, что это Литинский. Не все сомнения. Да, это Да, везде так пишут, а я-то... да, все пишут Ага. так это. Но я фигуру Ксению спрашивала, она прямо была против, что это Литинский. Да? Я так его знаю, Ага. хорошо. Но все мы пишем Литинский. Мы, когда проводим такие вечера, воспоминания, тогда, значит, вот обсуждаем, когда фотографии, уточнения, исправления обязательно бывают, и уже как бы раскрывается новая тема для исследования. А вот это тут в книге написали, это 25-й год. Тут мое сомнение, потому что Василий Васильевич уже в возрасте, и он в 25-м году... Ну, вот Нет, это он, но не в 25-м году. 35-й, скорее всего. Ага. Он постарше здесь. В 25-м-то он совсем молоденький был, студент. Ага. Хотя в 30-м году открывалась студия первый раз без Глебова. Не-не-не, 30-й год, скорее всего. Училище было, да. Ну вот, потом я расскажу. Ага. Так, дальше. Ну вот, с Новгородовой, с первой Туярмако. Ага, и Марк Зырков. Ага. У нас в фонде есть вот Александра Федотовна Новгородова, вот такая фотография есть. Она в этом, ну, в наряде Туярмако. И о ней тоже мечтаем что-нибудь собрать, о ней что-то хотим. Ну, вот это все из книги, монтаж. Это же ведь 40-й год, скорее всего, да? Ага. Дальше. Вот, по одежде, видите, вот Анна Федотовна в том же костюме. Кстати, этот костюм, по-моему, Анастасия Лыткина тоже по фотографии она носила. 47-й. Эскиз французский. Ну, до 57. Ага. Да, все. У Егорова и другой был костюм. Немножко другой. Ага. Вообще по эскиз один. Я сравнивала, потому что если не знаешь, так по одежке как-то можно. Дальше. Ну, вот это тоже. Оказывается, эти все фотографии в Краеведческом музее, да, Лера Львовна? Ага. Ну вот 43-й год, 100-й раз музыкальная драма. И самое интересное, это уже подтверждается воспоминаниями и его жены. Он, оказывается, даже ночью проснулся сказать, вот собрать бы на танк. Это была его инициатива. И оно подтверждается как бы архивными документами. Национальный архив дальше сделали вот танковую колонну, и там конкретно имя Василия Васильевича есть. Вот я побольше сделала. Ага. Ну, это, чтобы показать, что такой танк был. Я танк искала, но нету пока в интернете. Может, со всеми надписями другие есть, а вот такой нет. Ну, это вот артисты. И Марк Зырков там живой был. Ага, здесь тоже 49-й год. Это 39-й год. А, ну тогда, значит, это... А? Где у меня? Тогда, значит, это 39-й. Хорошо. Это даже замечательно. Ага. Вот декабрь 57-го года. Мне вот эта фотография и этот фотограф вообще, я от этой фотографии, она небольшая же,
а вот все лица есть. Это наши артисты и художники. Я там, когда смотрю, сразу нахожу Виктора Григорьевича Петрова. Молодой такой, с усиками. Вот их приезд. Вот афиша. Дальше. Программа. Ну, здесь, наверное, правильно. Тогда играла ту ярмарку Анна Егоровой. Ага. И Илья Перевалов. Было два, было. Ага. Ну вот по одежде. Ага. Ага. А насчет декорации, как они устанавливали, и как эти от Кудулу Байгалда, как этот пролетали. Они как-то вот так очень интересно сделали, только я вот забыла, где это я прочитала. У Туралысова, может, в воспоминаниях было. Это было очень сложно, и это было такое новшество. Москвичи даже были очень удивлены тем, что вот как-то вот так показали. Тут надо, ага, Василий Калинович Антонов, это художник, он потом выехал от нас. И, конечно, молоденький Афанасий Николаевич Очиков. Они принимали участие под руководством Туралысова. Так, дальше. А вот это тоже из архива Устаха. Угу. Это, ой, и это после спектакля. Дальше. Ага. В музее Кремля. Ну, мне сказали, что это после спектакля, а поскольку я не знаю, где она. Ага. Там кто знает, это. Ага. Вот семья тоже вот только из книги. Ой, Мария Никифоровна Белолюбская, она тоже замечательное воспоминание оставила. Вот сыновья, это, можно сказать, он уже перед кончиной. Ну, сыновья Нюргун и Дуалан. И собака, про эту собаку Аммачева я писала, это каштан, каштанка. Он и собака, у него все было замечательно. Каштанка умная, кобыла умная, этот жеребенок умный, все у него все такое возвышенное. И мне так понравилось, как Аммачева писал. Он приглашал в театр, как будто на какое-то вот такое важное событие. А если отказываешь, он обижался, как-то боком отодвигался, потом некоторое время переставал разговаривать. Ага, вот такой был человек. Ага. Сегодня должна была внучка подойти, но она после вот поездки до Юнца сильно заболела, с температурой лежит. А мы тут еще забываем, что он был начальником управления по делам искусств при Совнаркоме. И вот те, которые... Вот эта фотография, я давно хотела изучить, вот те, которые стоят, может, это артисты, а те, которые сидят, это художники, я их всех знаю. Ага. Вот. Тут Василий Васильевич, несомненно, он... Ну, и еще уточнить хотела, по-моему, после Семена Сюльского он был начальником в 1944-1946 годах, и как раз очень много Сюльским, само собой, разумеется, они были единомышленники, наверное. Кстати, надо сказать, когда про Сюльского пишут, упускают тоже этот момент, когда он работал начальником. Мне за мое министерство обидно, поскольку как раз те годы, вот 40-е, да, точно знаю, что Сюльский внес предложение учредить вот это почетное звание «Народный художник».
И в 1945 году это было подписано, это уже, считайте, при Василии Васильевиче, и 3 наших ведущих художника стали первыми народными художниками. И очень много по УПДИ, очень замечательные материалы хранятся в нашем архиве. Я не со всеми работала, но там какие замечательные документы мне, например, получались. Ну, ага. Так, дальше. Портрет Романова НХН есть. Портрет Местникова. Это 44-й год. Ну, когда он уже начальником был. Дальше. И опять-таки вот это хочу прочитать, да, интересное вот это стихотворение, я кусочек это. Ол аппаға үйінер әнен қатыннар титтер қариялар, сорын быға аяр киетін тылтан кустан қаққалылар. Эдер тәтің себірдіға үйербіт сүрақ кейтәлі бері сақа үрігіт сүрағар кәрімегі әрі кәпсир. Ну, в общем, это вот родина, дайдунцы, они, родина же ведь это красота, там, богатство, все-таки влияют на человека же, да? И вот посвященная вот рай на земле, это дайдунцы, в сторону Амаллона, где у него дача была. Ага. И там же находится дом Василия Васильевича Местникова, а потом позже дом Юрия Шамшурина. В общем, 3 дома там. Ага, сейчас хочу показать. Посмотрите, мне вот тоже прислали фотографию с дайдунцев. Это как он написал, что эти деревья, они оберегают, охраняют, ну, заслоняют от ветра, от всего. Маленький домик Сорна. Вот такой домик. Ага. И сейчас в цветном варианте вот такой. Ага. Дальше. Там не только вот ездили писатели, поэты, они как-то после этого стихотворений дайдунца посвящено очень много, мне кажется. Есть достаточно, просто вот искать надо. Вот это ездили и художники, это Нира Аргунова, она молодой художник, очень талантливый. Несколько лет назад очень большую выставку делала, правда, я с ней не знакома, но очень подающий большие надежды художник. Она, видите, была там, написала. А вот это дом Юрия Шамшурина. Мы о нем тоже вот его столетие отмечали, тоже проводили большое мероприятие. Из Москвы приезжали, еще откуда-то. Ну, в общем, большое мероприятие проводили. Дальше. А вот это могила Местникова Василия Васильевича, да, объект культурного наследия регионального значения. Вот в каком сейчас состоянии земляки расскажут, наверное, да. Он по завещанию хотел быть похоронен на родине. И еще там завещал, хочу, чтобы мои земляки со мной простились. Так, дальше. И вот такой дом, это вот Сорна Амаллана домик, Юрия Шамшурина дом, тоже вот как ремонту наши эти региональные отделения, ВАПИК, это делает, и они мне прислали вот такие фотографии. Это дом Местникова. Дойдемся, вот веранда называется, обновили. Дальше. Вот видите, как это портрет Василия Васильевича написал наш Эдуард Иосифович по заданию Сорна Амаллана. И вот видите, как-то грустно стало. Если бы я поехала, если бы я это увидела, я бы, наверное, очень расстроилась. Вот то, что у них хранится, вот, фотографии. Ну, видимо, оригиналы, а можно было бы как-то
копии получше сделать, чтобы они не выцвели, не просохли или как-то это, ну, чтобы не испортились. Ну, вот так. И как мне отправили, вот Борис Алексеевич отправил 14-го вопрос, они, земляки конкретно поднимали вопрос, чтобы по-настоящему увековечить его имя, чтобы о нем знала, сейчас кто его помнит? Ему 115 лет, да, мне даже старые артисты театра, Сахатеатра сказали, ну, мы его не знаем. Ну, в том смысле, живьем не видели. Не-не-не, более в таком возрасте артист. Меня это очень удивило, и не стала больше расспрашивать, как-то, как-то, не стала ни возмущаться, ни это самое. Ну, нет, так нет. Я хотела, чтобы они как бы роль Василия Васильевича в развитии театра, чтобы они рассказали. Ну, вот так не получилось, и тоже так грустно стало, можно сказать. И хотелось бы, чтобы действительно его имя и его дом, чтобы туда стремились люди. Там еще такие 3 дома, 3 очень больших талантливых людей. Это вообще вот оградить в Дайдунцах. Ага. А теперь я хочу слово предоставить Лере Львовне Гавушевой. Регалии все перечислять не буду, но это человек, который занимался организацией музея в театре, очень много знает. Можно вот без микрофона? Так слышно, нет? Не, есть. Запись идет. Да, я это не учила. Конечно, Василий Васильевич Местников – это гигантская масштабная личность, это такая фигура, это знаковая фигура для всего профессионального театрального искусства нашей республики, нашего народа. И я думаю, что его имя почитаемо всегда было, думаю, почитаемо и в наши дни. Конечно, народилось новое поколение, могут они, как сказать, ежедневно не слышать о нем, но все-таки Василий Васильевич Местников, вся его деятельность входит в учебники предметов, которые преподаются в том же Арктическом институте. Я в том же музыкальном училище нашего, в колледже культуры. Я не думаю, что вот думаю, вы огорчились так. Это просто, видимо, случайно было. Потому что в Сахатеатре есть замечательный музей, старый музей, который собрал Ефим Николаевич Степанов, всем известный. И я знаю фонды этого музея. И всегда вот имя Василия Васильевича Местникова там было высоко стояло и было первым именем в основании театра, Саха-театра имени Аюнского. В музее нашего театра, театра оперы и балета, как-то посчастливилось поступить вот материалом из личного семейного архива. Было это где-то в 90-х годах, когда семья Василия Васильевича Местникова, ну, в частности, я не знаю, жил ли он там, сам там жил, на этой квартире по Октябрьской, 25. Вот. Но там жила Мария Никифоровна Белолюбская, его супруга, с детьми. Я уже не застала Марию Никифоровну Белолюбскую, вот видела, что она там, ну так, мельком, потому что я тоже жила напротив ее квартиры одно время. И часто видела ее. Ага, можно сказать. Вот вы знали, да, где жили Ахмад Чигая и Кунюгу Растыра? Нет, это нет. Нет, вот они в одном доме жили. Того дома сейчас нет? Нету. Ага. Вот я хочу показать, в связи с этим, на тему дома, хочу показать одну фотографию. Не фотографию, а работу. Как это сказать? Где камера вот это? Видно хорошо, нет? Нет, это видно, ничего не видно. Ну, ничего не видно, видно. Как же? Видно. Вот эта вот картина написана маслом. Ее написал
сын Василия Васильевича Нюргун Вестников. Он, видимо, младшим сыном был или старшим, вот это я не знаю. Вот. Но в этом доме жили они, когда переехали на Октябрьскую, 25. Это каменный дом. И вот ностальгия какая-то, видимо, его обуревала. И вот он из окна новой квартиры нарисовал вот свой старый дом, где прошел. Это рисунок масла. Это масло, да. Вот. Кстати, Нюргун нарисовал. Я его тоже не знала, почему-то не видела. Но он в 1966 году, как сказать, создал декорации к балету «Барышня и хулиган» Шостаковича, которая шла на сцене Якутского музыкально-драматического театра тогда. Вот. Работал он в производственных мастерских нашего театра. И, кстати, тогда производственные мастерские располагались в воеводской канцелярии, которая была снесена вместе с кафедральным собором, вот сравнительно недавно, 2000-х, что ли, да, построенном при Петре Первом. Это как кафедральный собор и воеводская канцелярия. Вот. Но это тоже история. Вообще история, что не возьми в нашем городе. Знаете, даже несмотря на то, что все покрыто бетоном, везде можно встретить, как сказать, прошлое, встретиться с прошлым. А Василий Васильевич Местников, даже если он не поставил на якутской сцене драматической 26 спектаклей драматических, а поставил бы только одну музыкальную драму «Туяр Мако», музыкальную драму «Нюргун Ботур», «Джулурьяр Нюргун Ботур» и оперу «Нюргун Ботур», то, конечно, заодно это ему низкий поклон, и заодно это ему можно было поставить, ему нужно поставить памятник, я считаю, в нашем городе, в театре, чтобы его помнили люди, знали. Они очень скромное поколение было. Вот знаете, судя вот по воспоминаниям, книгах, вот читаешь, где-то вот случайно что-то встречаешь, замечательная книга, между прочим, вот издана. Ефросинья Семеновна, вот эту книгу можно показать? Потому что, может быть, мне бы хотелось, чтобы те, кто не знает, чтобы взяли эту книгу, посмотрели бы. Это составитель Дмитрий Павлович Сивцев Соломона Малон составил эту книгу. Я видела, это первое издание, по-моему, да? А я видела Единственное. единственное издание. Это какой год? 62-й. А, единственное. Мне что-то казалось, что было второе издание, Нет. более... Я искала. Да? Угу. Вот с этой книгой я знакома, конечно, очень. Книга, ценнейший материал здесь собран. Поколение, которого нет с нами давным-давно, но это наша история. Василий Васильевич Местников, он был одержим Аланхо, вот как он сказал в разговоре с Владимиром Михайловичем Курастыром о том, что поставить бы Аланхо. Это было его заветной мечтой. И когда в 1937 году был декадник Платона Алексеевича Аюнского, творческий декадник, такой 10 дней шли спектакли Аюнского, и Василий Васильевич поставил его, значит, пьесу «Указ царя» и финал еще не завершенной драмы «Туяр Мако». И уговорил, заказал Марку Николаевичу Жиркову музыку к этому финалу. Музыка была, это был первый такой музыкальный спектакль, что ли, часть спектакля, по первый подступ к дальнейшему освоению вот музыкального жанра. Но, к сожалению, этот декадник Аюнского прошел с огромным успехом. Вот я читала периодику, передовые статьи были посвящены ему. Он получал поздравления со всех республик Союза, со всех автономных республик России тогда. И, конечно же, такой успех он подвиг Василия Васильевича, Марка Николаевича Жиркова, художника Георгия Михайловича Туралыса на создание полнометражного спектакля «Аланхо» «Туяр Мако», что и было сделано в 1938 году. Для этого, вот в этой книге Василий Васильевич написал, чтобы начать работу над этой большой, над своим «Аланхо», над постановкой «Аланхо», они вместе с Туралысовым поехали в Москву. Там тогда шли дни узбекской декады.
И они, в общем-то, очень многое взяли для своего опыта. Они посещали мастерские театров, рылись в архивах, обошли все музеи Москвы, потому что в музее Москвы, в историческом музее, есть очень много материалов, оказывается, по якутской теме. Там есть оригиналы костюмов, еще собранные купцами нашими в 18-19 веках. Вот. Все это, конечно, послужило почвой для создания первого спектакля музыкальной драмы Ланхо «Туяр-Мако». «Туяр-Мако» была поставлена, конечно же, я думаю, очень талантливо. Спектакль получился ярким. Он имел огромнейший успех у зрителей, прошел очень много раз, более 24 раз. Между прочим, я хочу сказать, что репетицию «Туяр-Мако» посетил Платон Алексеевич Аюнский перед своим отъездом в Москву. Он был депутатом, и вот на сессию очередную он уезжал, посетил репетицию и сказал, что вроде бы он характер есть, в общем-то, работайте дальше, и, в общем-то, он остался доволен. Но, к сожалению, Туяр-Мако ему не удалось даже увидеть на сцене, вот, потому что в феврале его уже по дороге в Якутск с этой сессии его арестовали же. Он был под следствием и так далее. Но в 1938 году, да. Но наши в театре, и Василий Васильевич, и все, еще не знали об этом, не было широко известно так. И Туяр-Мако прошла много раз в этом сезоне, вот, до июня, пока официально Аюнского не объявили врагом. И вот тут-то началось. За 6 дней, я видела приказ, когда за 6 дней было приказано уничтожить все, что связано с именем Аюнского. Конечно, вот и имя Аюнского сразу было снято, все его пьесы были сняты. Пострадали и Василий Васильевич Местников. Он же сидел долгое время под следствием. Очень много я видела приказов, когда, конечно же, такая фигура, как первый режиссер, свой, национальный, с ним связан весь репертуар. Это надо было закрывать театр или же не арестовывать Местникова. И буквально через неделю то он работает в театре, через неделю приказ выходит, что он враг, что он не должен работать в театре. Сняли все его пьесы, все его постановки сняли. Осталось совсем ничего. И, конечно, если бы не Семен Семенович Сюрский, наверное, бы он не был восстановлен в театре. Слава Богу, что такой человек был, и он добился, как говорится, освобождения Василия Васильевича, и он вернулся в театр и занял свое место режиссера. Хочется сказать, что сколько было пережито этим поколением трагедий в творческом плане, в личном плане, человеческом. Это было мощное поколение. Эти обвиняли полностью пособниками врага народа, того же. Единственно уцелел Марк Николаевич Жирков. Ну, тут уж, конечно, невозможно было лишиться единственного композитора. Они продолжали работать. И чтобы продолжить именно осуществить свою мечту, постановку Аланхо, Василий Васильевич, Марк Николаевич Жирков, в общем-то, решили, как сказать, использовать полученный опыт, но уже в другой форме. Уже это было, заказали они либретто Дмитрию Ипполитовичу Савону-Малону. Это было уже автор драматургической основы, был уже другой автор, Сивцев Савону-Малон Дмитрий Иконович. Вот. Но вот этот прекрасный творческий художественный триумвират, вначале уже сложившийся, казалось бы, окончательно, Марк Николаевич Жирков, Василий Васильевич Местников, Георгий Михайлович Туралысов, вот он распался в этот раз, потому что Георгий Михайлович был арестован, и вообще он был арестован и очень жестоко обвинен, очень серьезные обвинения были там. Вот. И поэтому работу сценографии, костюмов было поручено, уговорили Петра Петровича Романова, художника, не сценографа. Естественно, оформление второй музыкальной драмы под названием «Джулиан Нюргенботтер» не соответствовало тому уровню, который был заявлен в Туяр-Мако.
полнометражном спектакле. И поэтому в дискуссиях, в многих, когда эта драма была поставлена, было очень много упоров в адрес именно оформления, что это было не исторические, не были учтены исторические реалии в костюмах, в оформлении. Но вообще-то я думаю, что это от бедности, скорее всего, потому что Нижний мир был похож на трибуны какие-то, что-то еще, что-то еще. Об этом писал и Георгий Башарин. Он был тогда молодым, и он очень много высказал своего такого, ну, да, кстати, написал такую с критическими замечаниями, очень серьезными, вот. Но это можно понять. Тем не менее, это обсуждалось очень много, очень на страницах. «Эдер Большевик», так называлась эта газета в те годы. Вот. Но получилось так, что, конечно, все равно это было событие. Дирижировал на скрипке, играя, сам Марк Николаевич Жирков. Но уже осенью, в сентябре 40-го года, как вы сказали, состоялась более расширенная постановка этой музыкальной драмы, потому что Марк Николаевич Жирков написал дополнительные арии, дополнительные хоры, танцы и арии для главных исполнителей дополнительные. Все это расширил материал первой музыкальной драмы «Джулиар Нюргенботтл», которая была показана в январе 1941 года, 4 января. Почему? Потому что была новая работа, это была новая постановка почти. Вернулся Георгий Михайлович Туралысов. Он вернул свою сценографию, свои костюмы. Это тоже стоило какого-то времени потратить на все это. Потом, в общем-то, был организован, вот Марк Николаевич, это было связано со многими обстоятельствами, с ситуацией того времени, с политической ситуацией, обстоятельствами. Чтобы спасти свой коллектив, Жирков преобразовал свой государственный хор, для этого еще национальный хор, Якутский музыкально-вокальный коллектив. И вот надо было ввести новых исполнителей в хор. Впервые там, в общем-то, главные партии пел Михаил Жирков. До этого пел Устин Нахсоров, был исполнителем Нюргена-Боттура. Ну, много всего можно было говорить, сказать сегодня. Но я не буду выдаваться так сильно подробно, потому что все-таки у нас главная тема – это фигура, личность Василия Васильевича Местникова. И именно этот спектакль, уже расширенный вариант, вот вы показали вот программу, это вот была программа вот этого второго расширенного материала «Джулиар Нюргенботтл». И вот после этого спектакля у Василия Васильевича Местникова в архиве подписана вот эта фотография, подписана 1942 годом. Вот. Но она идет, так идет. Постановка 41-го, а фотография, возможно, была сделана в 1942 году. Тут уже точно не угадаешь как. Вот. Но я хочу еще показать вот эту книгу. Она вышла недавно, издана она издательством «Малас», трехтомник о нашем театре оперы и балета. Вот это первый том, летопись театральных сезонов. Мне хотелось бы, знаете, зачитать здесь высказывание Василия Васильевича Местникова, если можно? Конечно. Можно, да? Вот дело в том, что вот именно эта вторая расширенная постановка «Джулиар Нюргенботтл» совпала с десятилетием якутской драмы, национальной драмы. Почему? Они считали тогда летоисчисление свое с 30-го года, когда отделилась и национальная труппа от русской труппы. Вот. И поэтому 41 год, в 31 году это было, они посчитали, что им 10 лет. И вот этой дате и был посвящен Джулиар Нюргенботтл, музыкальная драма. Видите, сразу не драматический спектакль, не какой-то другой спектакль, а вот именно эта музыкальная драма. Почему? Потому что действительно это отвечает национальному самосознанию, во-первых, да. Это вообще, конечно, это же наше богатство, духовное достояние народа. И поэтому Василий Васильевич правильно строил концепцию развития будущего музыкального театра, будущего оперного театра.
именно начиная с корней, с того духовных корней, которые нам оставили наши поколение талантливых аллахасутов вот, в эпосе Ниргун Ботур, в записи Платона Аюнского. Вот. Я хочу зачитать. Вот он писал, что в спектакле, именно Василий Васильевич Местников писал, в спектакле, исходя из возможностей нашей техники и мастерства, мы стремились сохранить сказочно-фантастический колорит, из которого состоит само содержание и художественная форма аланхо, специфика данного художественного произведения. Только таким подходом и разрешению данной проблемы мы можем правильно, без искажений и фальсификации, сохранить народный фольклор. Создание хоровых номеров вытекало из самого аланхо. В некоторых записанных аланхо есть прямые указания на наличие существования в прошлом исполнение песни многолюдным составом или группой богатырей. О существовании в прошлом у якутов хорового пения упоминает в своих работах исследователь Якутии Серошевский. Балетные номера внесены в музыкальную драму при исследовании танцев и танцевальных элементов, существовавших как в прошлом, так и в настоящем у якутского народа. В некоторых аланхо упоминается о существовании в прошлом коллективных танцев, о кровавом танце. В якутском архиве имеется интересное описание одного исследователя Якутии XVII века Ислинева о парном танце. Все эти данные дают право утверждать, что в прошлом якутский народ имел прекрасные танцы. Декоративное оформление спектакля составило для нас немало забот. Театр стремился показать сказочно-фантастические элементы, исходящие из самого содержания аланхо. Исключительная художественная фантазия и изумительные сценические эффекты, полет стерхов, дракон, внезапное исчезновение персонажей и другое – все это исходит не из формалистического трюкачества, из самого содержания аланхо, что еще глубже дает возможность понять колорит аланхо. Музыкальная драма Джулурян Ниргун Ботур – чудеснейшее создание поэтического гения якутского народа, по заслугам будет стоять в ряду общепризнанных жемчужин советского народа, эпическими произведениями народов братских республик, таких как Манас, Киргизия, Энхобулат Батыр, Монголия, Джангар, Калмыкия и другими, сохраняя свой самодобытный колорит. Это ведь правда, это настолько актуально, и сегодня звучат его слова. Но я считаю, что он правительски произнес именно наше будущее, именно наш сегодняшний день. Вот как сказал директор нашего театра Владислав Валерьевич Левочкин о большом успехе Ниргун Ботура в Москве и в Петербурге, покоривший две великие мировые сцены, Мариинский и Большой, сразу за один приезд, за один показ. И ведь благодаря все это произошло из музыкальной драмы Марка Николаевича Журкова и Василия Васильевича Местникова. Все это идет оттуда. Все это произошло, и мы пользуемся плодами их трудов сегодня. Я хочу сказать, что не дорассказала о том, как попали ко мне вот экземпляры ценные из семейного архива Василия Васильевича Местникова. Вот в нашем театре работали три сестры, которые являлись родственниками по Василию Васильевичу Местникову, по его супруге Марии Никифоровне Белолюбской. Это три сестры Барашковые, они работали костюмерами. И вот когда Мария Никифоровна скончалась, почему-то, они были, видимо, в этой квартире, конечно, они пригласили меня туда и сказали, что вот этому нашему музею, тогда мы были музыкальным театром, передают вот лично мне вот кое-что из архива Василия Васильевича Местникова. Вот я попрошу включить те фотографии, как слайд-шоу, чтобы они прошли там. Пожалуйста, Максим. Крупным планом это вот картинки. Посмотрим, я буду комментировать, наверное. Здесь Юрий Нолан, Яков Кычкин.
Он, оказывается, тоже играл эту партию, эту роль. Дальше, да. Это встреча Юрия Нолана, 40-й год. Дальше можно идти. Вы прям так подряд показываете, да. Это вот Юрий Нолан. Подождите, пожалуйста, там Юрий Нолан стреляет в золотую бабку Туяремко со стрелой. Видите, да? Понять можно. Это все оригинал, очень темные фотографии, но они ценны тем, что они оригинал. Ни переснимки, ни репродукции. Дальше можно идти. А здесь вот тоже покрупнее. Здесь Василия Васильевича нету. Но здесь зато Мария Никифоровна Белолюбская. Вот посмотрите, покажите, вот третий ряд с белым воротничком. Да, белым воротничком вот это Мария Никифоровна Белолюбская. Здесь артисты хора. Мария Никифоровна пела в Первом национальном хоре Марка Николаевича Жиркова в государственном. Она прекрасная исполнительница партии «Кыс-Кыс-Кыдан». Вот после Екатерины Захаровой она постоянно все годы, и даже в 60-е, исполняла партию «Кыс-Кыс-Кыдан». Но я, правда, не застала ее в этой партии. Она уже была довольно в возрасте. Пожалуйста, да. Это уже Джулиар Нюргунботур, это Анна Ивановна Егорова Туяремко и Виктор Афанасьевич Савин Отусу так. Тоже оригинал, уже без потресканный, конечно, дальше пойдемте. Да. Вот это тоже Александра Федотовна Новгородова Туяремко, первая исполнительница этой партии, и неизменный Виктор Афанасьевич Савин Отусу так. Вот. Это год, ну, 40-й год. 40-й это первая постановка Джулиар Нюргунботур. Март 40-го года. Это тоже март. А эта вот фотография подписана в оригинале, подписана 43-й год, 100-й спектакль. 100-й спектакль, это Михаил Жирков Нюргунботур. Вот Сутаки, это в Нижнем, сцена в Нижнем мире. Балет, артисты балета, вот там, видите. Вот. Сцена в Нижнем мире. Это тоже 43-й год. Нюргунботур и Джулгостай. Аид Джулгостай, вот полет стерхов знаменитый. Стерхи летели с 40-го года, прилетели в 57-й год. Жаль, что они летят нынче в этом спектакле Андрея Исаевича Борисова, но по-другому летят. Да. Они летели как-то очень интересно, не сделали так. Во многих спектаклях потому летали эти стерхи, в драматических, в Лаукуте они летали. Вот. И здесь, ну, сцена Нижний мир, Виктор Савин и Нюргунботур. Нюргунботур, видите, шлем такой с конем, это Нюргунботур. Кто это был? Вот. Ну, эту фотографию, это появление Нюргунботура уже, видите, там был Кычкин Юрий Нолан, это Нюргунботур уже после освобождения Туяремко. Души. Он принес душу Туяремко. Туяремко здесь сидит, лежит. Нет, на другой фотографии. Это он стреляет, это Юрий Нолан стреляет. Это Устин Нахсоров. Ага. В образе Аид Джулгостай. Аид Джулгостай это тоже очень важный герой Аланхо. Ну, кто читал Аланхо, знает, а в музыкальной драме он тоже исполнял такую важную роль. Сейчас его нету, по-моему, как-то он проходит только в опере. Вот Яков Кычкин, фотографии Ирина Олана. Вот, дальше можем. А вот ту фотографию покажите, пожалуйста, вот эту вот. Это очень интересно. Увеличьте, пожалуйста. Вот на этой фотографии Василия Васильевича я не вижу. Вот, может, кто-то узнает, но я не вижу его. Здесь сидит Тарас Павлович Местников в центре, молодой, вот в центре, совсем молодой. Вот. Это, видимо, 31-32 год. Нет, это мальчик какой-то, а вот повыше. Вот, второй ряд. Вот, да, совсем молодой. Это вот, по-моему, Дмитрий Тас, вот рядом переводчик, вот Вагане как будто бы, рядышком с ним. Да. Вот. А выше сделайте, там стоит Марк Дмитриевич. Марк Дмитриевич, он там вот второй ряд, совсем молоденький. Левый второй ряд, третий ряд получается вот этот. Марк Дмитриевич, да. А рядом будущий тоже артист драмы
будущий директор Якутского музыкально-вокального коллектива. Андрей Андреевич, ой, забыла его фамилию. Так, ну ладно, дальше идем тогда. Дальше идем. Здесь Василий Васильевич играет в шахматы. Шахматы. Рядом стоит, по-моему, Тарас. С кем играет, вот я не знаю, кто знакомый тоже. Ну, есть у меня ее фамилия, я не могу сейчас вспомнить. Это очень редкие фотографии, оригинал. Он страшно любил шахматы. И правильно, какой режиссер не должен играть в шахматы? Да, решать такие задачи. Эта фотография тоже оригинал, но она почему-то у меня есть другой экземпляр без пятен. Это просто что попалось так. Но в буклете она есть, эта фотография в этом буклете, там вычищено, конечно, почищено все это. Марк Николаевич Жирков и Василий Васильевич Местников. Дорогие нам два человека. Василий Васильевич Местников и, знаете, вот это режиссер Федоров первый, там подписана эта фотография рукою Василия Васильевича, что это первый режиссер Дмитрий Федоров. Очень интересно, что Федоров был режиссер тоже Афанасий Федоров, известный режиссер. Был еще драматург Федоров, так что эта фамилия тоже известная. У нас в театре, вообще-то есть, в книге у нас 9 Местниковых, вы представляете? Фамилия Местников вообще театральная. И здесь вот я надеялась на родственников, чтобы узнать, кто этот человек рядом с Василием Васильевичем. Тоже не подписана эта фотография. Видимо, близкий человек, раз не подписан, значит, он близкий человек. Ну, эта фотография была, репродукция, по-моему, может быть, оригинал был. А это оригинал. Это оригинал. Василий Васильевич, скорее всего... Вы знаете, дело в том, что в 30-м году была организована студия драматическая. Вот. И Тарасом Павловичем Вестником. Тогда он стал директором. Вот, получил здание бывшего кафедрального собора. До этого он был строительным клубом, строителем, а теперь сейчас стал национальным театром. И вот стал директором Тарас Павлович Местников. И они решили с Василием Васильевичем организовать сами студию. Организовали, и вот, видимо, в эти годы преподает Василий Васильевич Местников. Может быть, а может быть позже. Потому что у них не очень это получилось, и поэтому пригласили из Москвы режиссера Трама Анатолия Андреевича Глебова. И вот он организовал театральную мастерскую со всеми обучающими отделениями. Там была оркестровая, вокальная, хоровое, драматическое, хореографическое. Вот. И с тех пор оно и пошло, как будто бы. Действовала она тоже недолго, но тем не менее заложила основу тоже. Вот. Ну, дальше можно пойти. Василий Васильевич преподавал наряду с Глебовым, преподавал. Кстати, Кенюк Урастыров работал в театре в это время, он был изофлитом, преподавал якутскую литературу. Да. Между прочим, в этом хоре пели очень многие знаменитые артисты. Дмитрий Федорович Ходулов пел в этом хоре, Афанасий Петров пел в хоре, и Слепцовы пели, и Мария Васильевна пела Слепцова, и Дмитрий, и Марк Дмитриевич пел, сам Ходулов пел. Ну, Надежда Семеновна, она попозже, она моложе ведь, да. В этом хоре она не пела, по-моему. Она пела, вот именно в эти годы она не пела, она же молодая, она молодая была. В 48-м была театр-студия, вот она там пела, возможно, с Лыткиной даже. Ну, Лыткина, ну, это другой разговор, да. Вот этот портрет оригинал тоже. С него есть известные многие портреты, да, потом уже пошли увеличенные размеры и так далее. Кстати, фотографом был тогда Георгий Степанов, его сын Альберт Степанов, тоже потомственный фотограф. Они все запечатлели вот драматический театр. Это Василий Васильевич Местников, очень молодой, видимо. Вот. А вот, видите, альбом. Они дали мне домашний альбом, в котором были приклеены эти фотографии. Это Мария Никифоровна Белолюбская, там написано 43-й год. Это она снялась в гримерной. Видите, какие были лампочки раньше. Тут же пианино стояло, она в своей гримерной, видимо. 43-й год, Кыскосский, да.
А? Не, это Кыскас-Кайдан. Очень сложный грим был у Кыскас-Кайдан. Да, 43-й год. Ну, как маска, да. Здесь вот Прасковья Ивановна Федорова, первая драматическая артистка, тоже театр того времени, играла Пинкюбей. Ну, это была не поющая партия тогда, драматическая. Тюне Могол тогда исполнял Дмитрий Федорович Ходулов. Да, это Ходулов. Эти партии были не поющие, они играли эти. Реплики были у них. Кстати, вот у меня есть документ один, да, приказ директора Тараса Павловича о награждении артистов в результате участия в спектакле премьере Туяр Мако, полнометражный 1938 года. И там есть приказ наградить Дмитрия Ходулова за исполнение роли Ниргун Ботура. Значит, Ниргун Ботур в 1938 году, он играл там Ниргуна Ботура. Это была, конечно, несмотря на то, что он пел в хоре, он не пел. Но Ефим Николаевич говорил, что он никогда не пел там сольные какие-то вещи, конечно. А в хоре пел он. Но в Ниргун Ботуре он выходил, значит, раз есть приказ о награждении за партию, за роль Ниргун Ботура. И тут же грамотой наградите Анну Ивановну Егорову за исполнение вот Мусулу Даган. Видите, какие-то, то есть какие-то документы находятся, и детали нашей истории пополняются и пополняются. Я думаю, когда разрешат открыть полностью архивы, в Национальном архиве документы, вот, то, наверное, будущим исследователям достанется очень много уточнений, очень много. В Национальном архиве документов много, да, очень много. Там жирковские документы есть. Но, думаю, одной жизни не хватит, одной человеческой жизни не хватит, чтобы все объять. Вот честное слово я говорю. Это, конечно, эти приказы я мне предоставил книгу приказов Ефим Николаевич Степанов в своем музее Сахатеатра, поэтому он очень помог вот входит в редакцию вот этих книг, которые я вам показывала. Вот, члены... Степанов. Ефим Николаевич входит в редколлегию издания вот трех книг о театре оперы и балета. Конечно же, он мне предоставил эти свои знаменитые книги приказов, обнаруженные под полом того кафедрального собора, который он когда-то, которые снесли сейчас окончательно, видите, как. И я там рылась, искала, все это, нашла вот такие документы, какие-то очень много чего. Вот. Это вот тоже, видите, домашний, ну, это уже показывали, повыше можно показать. Нет, ну, следующее. Вот Полина Константиновна Розинская, Михаил Жирков. Уже при расширенной драме, при работе над расширенной драмой, о которой я говорила, да, уже приехали молодые специалисты. Полина Константиновна Розинская и ее супруг, хормейстер Василий Петрович Попов. Почему-то всегда путают, что они тоже тут уточнения были разные. И вот уточнилось, что они приехали в сентябре 1940 года. Они никак не могли участвовать в первой музыкальной драме 40-го мартовского Ниргуна. Это вот, видите, и они научили петь по нотам именно своей партии уже вот Михаила Жиркова. Об этом есть и материалы и так далее. Это уже второй период, второй виток эволюции вот музыкальной драмы на пути к оперному спектаклю. Вот в архиве есть фотографии Николая Николаевича Харитонова, знаменитого нашего любимца якутской публики. Он первый исполнитель арии Ленского из оперы «Евгений Онегин». Да, пел он эту арию в концертном исполнении, конечно, все. Пел он в хоре, конечно, и солировал. У него был свой интересный репертуар. Они же все были, в общем-то, талантливыми, многогранными личностями, многогранными талантами. Все это первое поколение было. Вот знаете, это удивительное поколение. И на обороте этой фотографии есть подпись на латинице. Представляете? На латинице. На якутском языке латинским шрифтом. Да, было так. До 1939 года, что ли, или до 1940 года был, да, латиница была у нас. Вот. И подпись дорогому Василию Васильевичу на память о премьере спектакля «Под золотым орлом» был такой. Вот эти фотографии в альбоме тоже также они были вклеены, приклеены.
Э, Это 100-й спектакль Нургун-Ботур в 1943 году, 100-е представление, который собрал вот средства на танк Джулурьяр Нургун-Ботур в танковой колонии Красная Якутия. Вот, об этом уже сказали. Михаил Жирков, Нургун-Ботур, Александра Новгородова, Туяра Мако. Ее так и прозвали, в общем-то, как бы псевдоним был ее, и всегда называли ее не Александра Федотовна, а говорили это, вот Туяра Мако. Кто там? А, Туяра Мако. Вот так и говорили. То есть это имя закрепилось за ней пожизненно. На ее родине тоже есть музей ее имени собран. Это все легендарные личности. Михаил Жирков тоже. Тоже из альбома Василия Васильевича. Знаменитые люди, вот тоже, вот знаете, родные люди все. Зоя Сивцева, она солистка хора, тоже солистка хора, не просто артистка хора, солистка хора. Вот. Ирина Готовцева, третья, Ольга Гоголева, заслуженная артистка, да, вот. Это, по-моему, Аюрская, что ли. В общем, короче говоря, все это люди, которые начинали наш театр, наше искусство. Они здесь исполняли хор девушек. Об этой фотографии уже говорили. Это подписана она в альбоме у Василия Васильевича почему-то 1942 годом. Ну, просто после спектакля, да. Вот тут все есть. И Туралысов, и Дмитрий Конныч, и Василий Васильевич, и Жирков, там, и Полина Константиновна Розинская. Это Туяра Мако, Александра Новгородова. Дальше пойдем. Это Удаганки. Удаганки. Вот пела партию Удаганки вместе с Анной Егоровой Евдокия Скрябина. Вот первая она стоит. Евдокия Скрябина у меня есть. Она вошла даже в библиографию, потому что есть фотография, портрет ее фотографический. Вторая Ирина Готовцева. Вот. Ну, я не могу всех помнить, так у меня записаны там. Где-то вот подписи же есть там. Максим, покажите, пожалуйста, подписи. Вот они же подписаны там фотографии. Вот вы показали портрет интересный. Тоже из архива Василия Васильевича Местникова. Ну, как вы узнаете, Устин Гаврилович Нахсоров, да, видите. И рядом тоже вот артист хора был, его друг Наговицын, Виктор Наговицын, рядышком. Ну, эту фотографию мы показывали, Устин Нахсоров. Это Виктор Савин, вот он Сутаки. Можете увеличить его, очень хорошие фотографии. Вот смотрите, тоже какой сложный грим. Клык торчит, да. Это же что нужно было делать, налеплять. Чуть ли не папье-маше, мне кажется. Здесь маски были какие-то, да. Очень сложный грим, очень сложный костюм. Они приходили задолго, чтобы все это сделать, налепить на себя, чтобы закрепить все это, чтобы приготовиться к спектаклю. Конечно, Василий Васильевич Местников руководил всем буквально, каким должен быть грим, каким должен быть костюм. Вообще, конечно же, это же все режиссерские задумки, режиссерский замысел. Яков Кычкин. Это все? Все, ага. Вот все, но вы знаете, если я... Можете потом подойти посмотреть здесь, да, но, конечно, может быть, тут эту книгу я хочу показать вам, всем участникам конференции, да, если нужно будет вам, она, ну, это, может быть, вырезать можно будет там, да, или сейчас прямой, да, как это сказать, можно там приобрести, в издательстве «Алас», этот двухтомник. Вот. Вот тут вся история театра. Первый том вот, летопись театральных сезонов буквально. Второй том это библиография. Туда вошли все, кто работал больше 5-6-10 лет, вошли все туда. Даже костюмеры, рабочие сцены, сценобишинисты. Вот я сказала, что в нашем театре работают родственники Василия Васильевича Местникова. То есть Местниковы продолжают, фамилия Местников, потомки его продолжают служить театру. И не просто служить, а верно и преданно. Ведь многие там работают больше, где-то посчитала я, 37 лет работают, около 40 лет, больше 40 лет.
и продолжает некоторые работать. Сейчас уже поступила, видите, Юргуяна, да, оказывается, работает в нашем театре, я даже и не знаю. Ну, то, что в театре я не знаю. В каком театре надо уточнить. Работает, да? Нет. Нюргияна Дуалановна, где она работает? Ну, кто-то же хотел прийти сюда. Ну, она хотела, но она заболела. Внучка какая-то, внучка должна... В каком? В нашем или в драме? В драме, да? Ну, вот небольшое мое такое сообщение, потому что о Василии Васильевиче Местнике можно говорить очень много. Вы знаете, но вот большой трагедией была ликвидация Государственного музыкального театра студии, когда впервые была создана, наконец, опера «Нюргун Ботур» Жиркова совместно с Литинским, постановки Василия Васильевича Местникова. Вот. После 1947 году, в дни 25-летия юбилея нашей республики, автономии нашей республики. Вот. И дело в том, что после этого, после такого большого успеха, после такого большого, ну, я сказала бы, прыжка космического от музыкальной драмы, от Хамуса к симфоническому оркестру, от Аланхо к опере, от танца народного к балету, тогда был полевой цветок поставлен. Вот. Кстати, о полевом цветке, да. Тут надо тоже ввести исправление ДИК, поскольку я взяла из Википедии. Очень много. Вот диву даешься иногда, да. Вот. Ну, что делать? Зато мы можем все что угодно узнать оттуда там. Вот. Ну, я хотела сказать, что после такого космического прыжка, такого успеха, события, это, наконец, долгожданная мечта Василия Васильевича Местника поставить Аланхо, оперу, не просто Аланхо, а оперу Аланхо. Вот. Такого народного, национального по содержанию и в форме европейской системы, традиционной, да, и композитор Марка Николаевича Жиркова, это, конечно же, мечта их стала явью. И после этого было постановление, значит, ЦК партии о опере «Великая дружба» Мурадели и так далее. Все это ликвидировалось. Началась новая волна репрессий. Ведь стали обвинять Нюргуна Ботура в мистицизме, Туяр Муко, как сказать, в отсутствии своей воли. Она неактивная женщина, потом не комсомолка, значит, да. Сарун Малон вообще там он увлекся какими-то потусторонними вещами, да, и всему этому способствовал Василий Васильевич Местников. Понимаете? А Жирков вообще задерживал развитие якутской музыки. Представляете, какую оценку получили вот наши великие достижения, наши великие творцы, вместо того, чтобы поставить им память, как говорится, да, осудили их так жестоко, так несправедливо, так дилетантски, неграмотно. Вот, грубо говоря, это неграмотно. Настолько неграмотно, знаете, просто диву даешься. Как они пережили все это. Они же недолго жили-то после этого. Вот Василий Васильевич еще как-то помоложе, он до 58-го года все-таки, в 58-м году умер. А Марк Николаевич вообще 2 и 1 месяц, по-моему, жил. Он не смог. Он работал, конечно, он трудился, он добивался всего, как-то таким образом сохранить хотя бы кадры. Но уже было сломлен, конечно. Вот. Но все-таки, знаете, вот корни, если они могучие, они все равно прорастают, даже если дерево срублено. Также и эта опера. В 1955 году наступила новая республика, значит, в 1955 году, как справляла тоже то ли свою, я уже, знаете, заговорилась. В общем, короче говоря, была очередная дата, была дата театра, была театр драматического.
И к этой драматической дате, Да, да. драматической дате, 25. решили восстановить не драматический какой-то спектакль, а именно оперу Нюргунботур. Вот интересно, да? Интересно. К своему юбилею театр восстанавливает, ну, наряду тоже с драматическим, именно оперу Нюргунботур. Конечно же, Василий Васильевич, отец. Вот. Марка Николаевича уже не было в живых. Туралысов, конечно, они собрали все свои силы. Это отцы оперы, отцы нашего искусства. Но появились и молодые последователи. Конечно, это Феврония Алексеевна Баишева, первый хормейстер наш. Она только закончила национальное отделение Московской консерватории. Это, конечно, Галина Михайловна Кривошапка. Она тоже закончила, училась еще, закончила национальное отделение. Они потом кончали Государственную консерваторию Чайковского на общих основаниях. Вторые дипломы они имели. Имели по два диплома этой консерватории. Национального отделения и общего. Понятно, да? Вот. Поэтому долго учились. Восстановили оперу. В 1955 году, 1 декабря, эта опера вышла на сцену. Это был большой, огромный праздник. Но тут надвигалась другая историческая дата, которая опять-таки нужен был именно Нюргунботур. Это уже 325 лет воссоединения Якутии с Россией. Это опять-таки юбилей республики. Вот. И опять-таки понадобился Нюргунботур. Здесь уже республика подняла и руководство Российской Федерации, руководство партии, обкома, горком и так далее. В общем-то, был издан, добились финансирования с Москвы, с российского финансирования, и была поставлена опера на широкую ногу, конечно же, для московской сцены. Немировича Данченко и Станиславского Немировича Данченко были специально изготовлены декорации в Большом театре, которые расписывали под руководством художника Большого театра Писарева. По эскизам, конечно, Туралысова. И ему помогали молодые художники, как Ефросинья Семеновна сказала. Успех был громадный, успех был грандиозный. Впервые мир узнал, услышал, что о якутах, услышал о республике, о нашем искусстве, о нашем Аланхо. Вот. Но тут останавливаться я долго не буду. Поэтому, конечно же, что означает для нас это произведение, я думаю, поняли все, понимают все сейчас, потому что из глубины веков Аланхо всегда с нами. Нарождается новое поколение аланхасутов, молодых, юных. Я думаю, появятся современные какие-то аланхо будут. Но аланхо Нюргунботур. У нас же большое количество, у нас есть не только аланхо Нюргунботур, много других разных аланхо. Тут же великий Джагарыма и так далее, аланхо Сылгыола. Все это имеет право быть на сцене. Я думаю, и все это может вдохновить любого большого художника, любого большого творца, и они будут вдохновляться народными истоками, народными корнями. Вот так. А первыми воплотил на сцене и обратился, вернул народу Василий Васильевич Местников, как режиссер, композитор Марк Николаевич Жарков, художник Георгий Михайлович Туралысов и автор либретто уже Аюнский, конечно, Платон Алексеевич Аюнский, и затем автор либретто Дмитрий Кронович Сивцев-Солон-Амалон. Но имя Аюнского возвращается к этому произведению, потому что именно Аюнский, его произведения впервые пришли на музыкальную сцену еще в 1928 году. Ну и то, что вот я вам сейчас рассказала, конечно. И только потому, что он был репрессирован, это понятно, что имя его было в забвении, оно вернулось, сейчас стало на свое место. Так же, как и сейчас стоит на своем месте автор либретто. Это отдельная история, отдельное произведение. Автор либретто Дмитрий Кронович Солон-Амалон. Но Аланхо Нюргунботур
в авторстве Платона Алексеевича Аюнского, оно остается и будет всегда. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ой, извините. Вот тут можете подойти, посмотреть потом. Лера Львовна принесла нам фотографии посмотреть. Я тут тоже посмотрела, ага, где есть, где нет. Ага. И хорошо, что она вот про семью Василия Васильевича рассказала, а то мы вообще я искала, нигде ничего не нашла, кроме как, ну вот, воспоминаний жены и вот. А теперь хочу предоставить слово Люции Дмитриевне, дочери Дмитрия Кононовича Сооронамаллана. Как вы уже посмотрели по слайдам, она каждое лето Васильевы живут в Дайдунцах, и они знакомы с семьей Василия Васильевича. Дорогие друзья, дорогие зрители, я сегодня с огромным волнением переживаю вот эти памятные мероприятия и очень благодарна руководству Мегино-Кангаласского района. Они организовали вечер памяти Василия Васильевича Местникова в селе Дойду. Мы там были, и много воспоминаний, очень интересная выставка. И сегодня я с еще большим волнением послушала неиссякаемого труженика, замечательное выступление Лиры Львовны Габышевой, историка, театроведа, заведующей музеем оперного театра. Еще раз окунуться в историю, этот период истории театрального искусства и погрузиться в нюансы тех времен. Я хочу, поскольку я хочу дополнить, сказать о том, что Сооронамаллон, наш незабвенный дорогой отец Сооронамаллон, Василий Васильевич Местников, и он были очень, сказать об их дружбе. И мне хочется сказать, передать это вот его словами. Дмитрий Кононович на юбилее, посвященном 50-летию Василия Васильевича, вручал ему адрес, и от своего сердца вот такими словами он охарактеризовал Василия Васильевича. И вот сегодня, слушая историю создания вот оперы, и вот сейчас сегодня я окончательно в каждом таком скупом, кажется, в скупом слове отца я чувствую вот это вот нелегкую, очень трудную вот историю. Поэтому я хочу тут зачитать лично его словами передать Сахалы. Мен Василий Васильевы үчүгейдик билебин, кини эхеги бары билергит кордук. Майгытынан бет семек колку, онтон үлетегер желатыгар олус жанырдах эрчимнех бойын курдук эрханнах кодот дир. Кини тас көрүңүнен жарамай күйе суох курдук, ол гынан баран ис сүрәгін күйінен, сүрәгін тебитінен эрчимнех коммунисту волялах, сахалы эттәкка толору бүтүн күстәх, далахын кыйылах, котулах кеhe. Кини көстүр жуһуна мағана да суох, қарата да суох кыһаан. Ол гынан баран ис өттүнен курустал курдук
ıpıras jenke is sanatынан sıp sırdık et bütey tuğara sılahынан sırdığından sıcayır is kirbek kihi. Kini tuttar kaptar üp az jiye ot tabirinden kanlık da karakka bırağıllar baya soğuk. Könlörü senek ete. Senek ere. Ol onnugar жоңо ütüönü оңорор бағатынан, сүрәға үчүгәйгә тардыгытынан, иейләк чувстватынан, мұңыры соқ улахан бай. Хор онну кете биһиги Василий Васильевич бит. Биһиги театральный искусство бытыгар бастыкы акылаты урсубут жонтон билдере. Кини кини кайдыкихи ис сүрәгәр кирер оннук ис кирбәх эте. Кини агам кинени хубудук тиебит. Кенникетигер. Айымнилах үлем күнді доғыра аңар кыната үйелен өскәбит братым ден. Вот в этих словах мы видим, насколько они были близки. Но мы, поскольку наши семьи с малых лет, сколько я себя помню, мы очень близко общались с детьми, Юргуном Доланом, Марией Никифоровной, и до сих пор живем, вот, поскольку мы живем в селе вот Дойдунской, а Ласколора вот уже бегентан таксасыл, как бы мы там сторожили, Василий Васильевич детин бихикахан келер битер бehen сәттіғыллаққа ағам үйрен көтін онны жаманна дачылыны пыттен Василий Васильевич еті көрдір бүдияға тер бәйетінен ұқтырын тотан бербеді. Хайылық пытегінден. Оғынан баран Василий Васильевич мененем онна Решетников, Михаил Решетников утуғығы еті өз сылы егер бары баран қалбыттыр. Инне келен ханянар алтыгар етелер. Юргун таланнах оғыты хин театрга үлеле анаспыта. Дуоландағаны жақай чөй табарыстардақ. Куруп кенені поддержкалыр. Кені табарыстағар еті Матвей Матвеевич Тептергяневтен білін доктор наук биологии. Онна хирург Владимир Владимирович күнні пурастыра бола. Онна Леонарий Мординовтен, Аксентий Мординов ола. Ити жоннор билинянга дылы хен дойдунускайга келенлер ақтан көрен ағалар. Несін каптар музейдарын. Онна ол кәнеке күннерге бихи, как это не парадоксально, бихи дойдунскайга олар боллақ бітті. Қапчағайга библиотека бар. Onu меха ол қапчағайга бар библиотекаттар кенеге қалан берер еті дуала. Бели баран қығы теген ағары келер барар хөдер болдыға. Ол библиотекаттан олан кенеге ағар еті бейт. Оны бейіл борбутығыр меха келен ол бейіл ол бұрыстойдық олар жомут. Дмитрий Конуна биш әтпетен күрдік. Оны меха келен тахаджа дайшынай оғыптың келен абрахтан бербейті дуалар. Вот такие у меня воспоминания. Мария Никифоровна кәнеке хоқ бол бұтын кенне. Беги Октябрьскайга бір этажка рядом олар өретібет. Оны Дойдунскайга, мне Дойдунскайга хоқтан тақсан. Тоқтан наға рас, наға чуэй. Олығы жеңне қартыска тәмен оғырдақ біттен. Наға қырғавай манық кытайскай халаттарда енже наға кокетливай чуэй бағайы жеңне қартыскеті. Ол бұғығар әджақай юмардақ болар еті. Бігі да мама бұд юмардақ еті. Олығын онлық жа алтыған чуэй бағайтық өшелен ғынжығыттары. Onun бүгінгі терилит вечерге бұл Ефросиния Семеновнаға, бұл бігі бұл театр опера директорыгар мақтолдың білдіревен. Оны өсі де тұн Василий Васильевич Месников аты бұл әппеттерін күрдік. Әргейен бұл
кэлэн иһэр көлүөнэлэргэ өссү дэ элбэх ахтыллыы уонна кэпсэни диэханы танабыт. Я очень благодарна Васильевым и Эдуарду Еусуфовичу, и Люте Дмитриевне за то, что они сразу отозвались, рассказали про Местниковых и сразу сказали, вы кое-что знаем. Ага. И пришли сегодня. 12-го мы здесь юбилей Эдуарда Иосифовича, тоже также по слайдам с рассказами, с воспоминаниями. Очень теплый вечер прошел. Угу. Так, а вот насчет дружбы Сорона Амаллана и Василия Васильевича. Сорон Амаллан подарил другу трубку. И вот, по всей видимости, из мамонтового бивня, и там как раз шлем вот этого Нюргун-Батора было. И он написал в этой ему, чтобы вот это, ну, крылатый шапку Нюргун-Батора я тебе дарю, и потом, когда, огниво и труд, все в тебе есть. Так что это, ну, Василий Васильевич, типа, ты будешь там рассекать, а мы, куря вот эту трубку, будем еще новые аланхо выводить на сцену, народ будет кричать «но», у нас вот это самое. И он, Василий Васильевич тогда же мне сказал, вот когда почувствую, он же сильно болел, почувствую, что мне осталось совсем мало, я покурю эту трубку. Он так и сделал. И Мария Никифоровна, когда он попросил трубку и, ну, наполовину покурил, я говорю, тогда так это самое, ну, она и так знала, что он уже не выздороветь, все знали в Алладе. И вот, ну, вот такое очень с теплыми пожеланиями написал. А сейчас я хочу землякам слово дать. Борис Алексеевич. Ага. Ага. Коротко, вот они тоже вот до Идунцах 14-го провели, у них свои предложения есть. И мне конкретно сказали, мы хотим послушать вас, городских. Вот. Так же? Ага. Так. Ити күнен көрәкчілер. Бейі бұл бейгі бағалы Смесников 115 саған түрәбеді 115 сылын толудылар. Аспыт өрі бүлге бұл 94 күнігер түрәбет сірігер дөйдіңізгі нәйілегер әйқан аласқа мұстамыт кені тух түрәбет күнін қарадық білеті әбіп бит. Оны бейіне дінне бейгі байда тұр байбыт. Каталог ансамбль руководителя Василий Павлович Винокуров бәйтінен бейгіне отырманна ентақы оғылнаран бұманды кейлі ақпыл бейміңелер Валый Павлович Местников ден кейі. Оны бей қаянда бұғай бұдатын тұқтуқпының ада тілінер еқпілінің ада жомуту әрге бітер көлдір кәпсі еқпілінің ада ден кені бейіне инициативный бөліғі тәрейбіті. Оны бейі бейбіт әтейбітінен бейі улус главатығыр Тихонов Дмитрий Ивановичке кені салбу ячетігер Альбина Андреевна Григорьева керемет бейбі санауыптың өппеппіт олат пептер бол кені хүбден бейіне өйәбіттері. Онына бұл ақсанегей сүрбе сүрбал тұқымытты распоряжение тағар бұттары бұл Василий Васильевич Местников түрәбіті сүйсуын бәйі сылын толутын тәрiyер тұғынан. Оның бұллағына бағаспы түрәбілге бейі бұл тәрі датаны сағалаты бұд. Онына бұл олынуға
как раз сақатылын күнігер бейха культурный киметигер мая селенетигер Дмитрий Федорович Ходулов адынан театрга онна бейх кегіндік эти датаны тарарыл робот. Өттені бұл республика кенеттен, Жукуска короттен бетелбек жону хергени ылыран бейі бағалыс бүтін күтті бағалыс бүтін Василий Васильевич бүтін білер кені бири деле ақтарин оны республикатын да общественный ылырамыт оны бейбеттемет тұспа тұқтың бағарат кең далағын атарық бұтын бар еді күні. Аны болағына аспытта аңы юбилейға это бұл тәрәхметер болағына бей глава Дмитрий Иванович Еханов бей көрдеуітін ғылынан бұкәлер сылға қаяндағаны бей бітір емі дегер Василий Васильевич атын туқтан үйететен үйететерге тугу мерені лықпыт, оны қаянда түрді өті бөті дедек бітен тылын берен тұрар. Әпті ол барда мен ағыр туылуға, оны бейеттен байда тұрбай бұд Василий Васильевич Мясников, ата бүкен алыскер онылар, әрге терет чаттырғар, өрі атына тұру ден әріне біт. Бұны бұл бейін бейетіне Господь Ефросиния Семеновна бейі мен қалас общественный аттан оқантын мен мақтал бұл детікім бар. Махтал? Да. Как я уже сказала, нас мало, но как-то каждый в себе вот несет большую энергию. Да, и тем более запись этого мероприятия в Ютубе будет. Поэтому мы на русском постарались провести, чтобы как-то еще как-то, ну, и чтобы другие тоже русскоязычные услышали. Василий Васильевич ведь ставил не только на якутском языке, не только переводил русских писателей, он же еще на русском языке ставил. Тоже вот, если Википедия не ошибается, и в воспоминаниях, по-моему, тоже есть, что он ставил спектакли и на русском языке. И он сам очень ценил то, что он учился вот именно в труппе. И вот те, которые очень много имен называют, кто сюда приезжал из центра, кто занимался. Я попыталась поискать режиссеров, но, к сожалению, ну вот, видимо, их имена тоже в забвение ушли. Вот. Ну, где-нибудь, когда-нибудь кто-нибудь что-нибудь найдет. Вот. Что еще хотелось бы? Борис Алексеевич еще надо своим мегнокангаласским передать, что вам нужно еще очень хорошо увековечить имя. Вторую вашу знаменитость – это этномузыканта, доктора искусствоведения Алексеева Эдуарда Ефимовича. Мы его юбилей тоже провели, и тоже в Ютубе есть, связались, как я уже сказала, с сестрами, с сыновьями, связь будем поддерживать. Это огромное. Я тогда тоже по музеям Мегнокангаласском, они так смутились. Вот Алексеев Эдуард Ефимович, известный искусствовед, ну, типа таких записей, оказывается, нет. И вот я почему о нем напоминаю, поскольку вот исполнял роль Нургун Батура Устин Нахсоров, да? Устин Нахсоров, Алан Хожа был в Нургун Батуре, играл. Устин, да? Да, вот Устина он очень высоко ценил, и о нем очень хорошо писал. И сайт Эдуарда Алексеева, мне кажется, те, кто интересуется и кто изучает, кто ведет исследования, надо проводить, поскольку он свои книги, он еще озвучил.
Это тот еще человек, который вместе, ой, сейчас имя не вспомню, с литовским, по-моему, да, кинорежиссером Шаманов наших снимал фильм «Тайгиз», он восстановленный. Это вот такой подвиг, и этот фильм озвучил его голос, его рассказ Эдуарда. Это в Ютубе тоже есть. Так что Мегина Кангалаком об Эдуарде, об знаменитом Алексееве очень много есть материалов. Его имя тоже не только вот родственники, по-моему, только. Он в 2012 году последний раз приезжал прощаться. Вот. Ну вот. А Василия Васильевича, ну вот, это, мне кажется, все-таки Лера Львовна, это вот те, которые занимаются, они это знают, его имя. Поскольку я звонила по музеям тоже, узнавала, и этих, мне, конечно, это, я не хвастаюсь, я о нем много не знаю, но просто из воспоминаний Амма Ачагая, я же вот говорила, я в него влюбилась давно, но вот все недосуг было, а теперь вот пытаюсь, я и в архив, по-моему, да, архив фонда просматривала, Краеведческий музей звонила, тоже на родину его писала, звонила, ну, какие-то контакты наладила, чтобы все это собрать, чтобы действительно в доме-музее Василия Васильевича действительно этот дом выглядел очень нормально. В АПИК нынче сказали, что у них мероприятия тоже, но они в курсе сидят. Каждый год они туда выезжают, что-нибудь ремонтируют, вот. Вот, и еще раз огромное вам спасибо. Из Мигана Кангаласского у нас еще сотрудник Краеведческого музея приехал, но он сказал, приехал послушать. Ну, как послушал, так приедет и расскажет, я надеюсь. Замдиректора должен был приехать, а у нас Трифонов Михаил Егорович. Он как сказал, так и сделал. Сидит, очень хорошо слушает. Ну, всем огромное спасибо. Где-то в феврале, сказали, очень большое торжественное мероприятие будет в мае. Я надеюсь, что Борис Алексеевич записал координаты, контакты, вот, ага, и кому что отправлять, он тоже в этом организационной комиссии, да? Ага, вот так. Ага, еще раз спасибо. Я очень рада, все-таки, ну, состоялось мероприятие. Я так считаю, мы привыкли как-то, что последнее после карантина обычно у нас битком народ бывает, стульев не хватает, мы даже вон скамейки сделали аварийные, ну, в случае чего. Но я надеюсь, я уверена, что это мероприятие тоже зачтется, и что-то мы сделали сегодня очень доброе, хорошее, светлое. Почтили память очень оригинального человека, и, как я уже сказала, кроме как Ивана Дмитриевича, никто, поглубже бы надо покопаться, если он тетя называет Лыскову, жену Кулаковского, значит, у них, ну, все это скрывалось в те времена, когда вот они могли составить, ну, такую настоящую биографию свою написать, о себе как-то воспоминания оставить. Это действительно очень много было. Я тоже вот, когда изучала артистов, сколько их было арестовано, вообще ужас какой-то. Местников Тарас тоже был арестован же, Алан Хасуд тоже сидел, жена Алампа Евдокия тоже почти год ее продержали. Очень много было. Ага, это очень тяжелые времена. Вот. Ну, еще раз спасибо. Будем на связи, как говорится. Ага.